сыновья и дочери народа-победителя. Ваш беспримерный подвиг будет жить в веках. Мы гордимся вами. 30 миллионов жизней. Такую цену заплатила наша Родина за победу. Из тех, кто выжил, каждый имеет свою неповторимую судьбу. Каждому из них есть что вспомнить и что нам рассказать. Время не может стереть память о том подвиге, который они совершили ради нас. Историю Второй мировой войны можно рассматривать под разными углами. Но есть аспект, на который историки стали часто обращать внимание в последнее время. В Советском Союзе эта война сразу же была определена как отечественная и как священная. Руководство страны в тот период осознавало, что это не просто война моторов, это прежде всего война идеологий. Речь шла не просто о том, что одно государство завоюет другое, а о том, что установится новый миропорядок, основанный на превосходстве одной нации над другими. Фашисты попытались объявить устаревшими те христианские ценности, на которых веками держался мир. Но время показало, кто был прав. Начинается рапорт военных подразделений. В торжественном строю офицеры и солдаты Якутского гарнизона. Парадом Якутского гарнизона командует заместитель военного комиссара Республики Саха-Якутия полковник Савинов. Парад! Равняйсь! Мирно! Равнение на середину! Товарищ генерал-майор, личный состав офицеров Якутского гарнизона для парада, посвященный 60-летию Победы, построено. Командующий парадом полковник Савинов. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с Днем Победы! Равнение на середину! Военный комиссар Республики Саха-Якутия Попов Виталий Николаевич. Учреждений и частей гарнизона для участия в военном параде, посвященном победе в Великой Отечественной войне, построены военный комиссар республики генерал-майор Попов. Указ 561 президента Российской Федерации о знамении Победы в целях увековечения народного подвига в Великой Отечественной войне с 1941 с 1945 годов во знаменовании заслуг воинов советских вооруженных сил перед Отечеством
и в знак благодарности потомков победителям над фашистскими захватчиками постановляю: в дни государственных праздников Российской Федерации, дни воинской славы России, при проведении воинских ритуалов, а также массовых мероприятий, связанных с боевыми победами российского народа, Знамя Победы используется наряду с государственным флагом Российской Федерации. В иных случаях, предусмотренных пунктом 1 настоящего указа, используется символ Знамени Победы. Распоряжение о проведении республиканской эстафеты «Знамя Победы». Во исполнение указа президента Республики Саха-Якутия за номером 666 от 25 декабря 2002 года о подготовке и проведении празднования 60-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 41-45 годов, в целях утверждения в сознании граждан патриотических ценностей, уважения к культурному и историческому прошлому, военно-патриотического воспитания молодежи, пропаганды верности служебному и воинскому долгу, провести республиканскую эстафету «Знамя Победы» под девизом «Эстафету подвига и традиции старшего поколения в 21 век» с 1 ноября 2004 года по 9 мая 2005 года. Пройдя через все улусы Якутии, республиканская эстафета «Знамя Победы» завершается сегодня здесь, на стадионе Туймада города Якутска. Для вноса боевого красного знамени, символа победы в Великой Отечественной войне, прошу всех встать. Под знамя смирно, равнение направо, боевое знамя внести. В торжественном строю офицеры и солдаты Якутского гарнизона. Парадом Якутского гарнизона командует заместитель военного комиссара Республики Саха-Якутия полковник Савинов. Равняйсь! Мирно! Торжественному маршу поротно одного линейного дистанции. Знаменная группа прямо, остальные направо. Равнение направо. Шагом. Марш!
воспитанники Якутской кадетской школы. На марше сводная рота офицеров военного комиссариата Республики Саха-Якутия, войсковых частей города Якутска и Якутской таможни. Командует подразделением заместитель военного комиссара Республики Саха-Якутия полковник Литвинов. Идет офицерский парадный расчет войсковой части 77981, которым командует начальник штаба подполковник Заверткин. Идет офицерский парадный расчет Управления Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Республике Саха-Якутия, которым командует советник налоговой службы Российской Федерации второго ранга Карамзин. На марше офицеры Управления Федеральной службы исполнения наказаний Республика Саха-Якутия. Командует парадным расчетом подполковник внутренней службы Афанасьев. На марше подразделения Министерства юстиции служба судебных приставов во главе со старшим судебным приставом майором Трофимовым. Проходят торжественным маршем военнослужащие по призыву войсковой части 77981. Командует расчетом заместитель командира части подполковник Постишков. На марше преподаватели и студенты военной кафедры Якутского государственного университета во главе с начальником военной кафедры полковником Пянтковским. Торжественным маршем проходят слушатели учебного центра Министерства внутренних дел Республики Саха-Якутия, который возглавляет заместитель начальника учебного центра полковник милиции Бубякин. На марше курсанты якутского филиала Дальневосточного юридического института Министерства внутренних дел России. Возглавляет колонну капитан милиции Тусов. Торжественным маршем проходят курсанты Якутского командного речного училища. Торжественным маршем проходят студенты сельскохозяйственного техникума во главе полковник запаса Петров. Торжественным маршем проходят юноармейцы, учащиеся средних школ 10-23, Тульчинской средней школы во главе Маркова Валентина Борисовна. На марше сводная рота реестрового казачьего полка. Командует реестровым казачьим полком генерал-майор Сухоборов Валерий Леонидович, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Саха-Якутия. На марше сводная рота Якутского казачьего полка Союза казаков России. Июля 1941 года Иосиф Сталин обратился к своему народу. В своем обращении он отметил, что история России знает немало примеров достойных подвигов воинов России – Александр Невский, Дмитрий Донской. В свое время за свои подвиги они были причислены к лику святых. Даже тот факт, что война началась 22 июня 1941 года, в день летнего солнцестояния, и Гитлер верил, что это особый знак покровительства ему солнца. Но Русская Православная Церковь отмечала в этот день День всех святых в земле российских просиявших. Для верующих это был символ будущей победы над врагом. Поэтому неудивительно, что даже тогда, когда враг стоял у Москвы и Ленинграда, у всех воинов была уверенность в том, что мы идем к победе.